Продолжим про Чернигов, про эту линию фронта, открытие Российской Федерации. Одобрил, потому что давно еще, когда был на Трех Сестрах, я давно. Но в связи с... Да, активисты погибли, эти погибли. То есть понятно, что защищалось территориально, хотели целостность сохранить. А еще что-нибудь, ну, смысл, блядь. Просто лес, бурьян, и это все, по сути, блядь. Не вижу там ничего ценного ресурса, только кроме плодородных земель, и все. Если сами их особо не теряют, блядь. То есть лишь бы это самое заботиться о территории, они не заботятся. Поэтому к чему говорю. Так. И вот вспоминаю прошлые истории черниговцев и этих самых, я вот инвестиции давал на этот 22 год, если уже 21. Ребята с Чернигова это самое обсуждали, и вот мы хотели тогда под глобальную эту программу электрификации проводить новый современный для Крыма, потому что мы знали, что из России ездят, из Москвы ездят, из Европы ездят в Крым отдыхать, в Одессу. И автобаны это догонило, спасибо Калюжному, построй, вот тут дороги модернизировал, все это самое. И тут осталось таки по территории Украины сделать. Тогда с моей подписи выделили инвестиции вот как вот в Армении. У Армении в этом было, в Грузии, когда в это самое модифицировали кафе новые, автобан тогда строили, вот и с Иваном Крупным тогда цемент заливал на дорогу в качестве эксперимента. Ну, потому что асфальтового покрытия тоже особо это самое, а камней много. То есть использовать материал для дороги качественный, электрифицировать автозаправки, модернизировать, и это деньги выделили для вектора. Потом планировали это самое колл-центр Тесла поставить в Гомеле, подавал заявку. То есть, опять же, як тільки согласовывается так, это по Гомелю, кто гомельчане, там, белорусы. И это, если на Украине, я там, это самое, на той момент, людей бы поднял, и они поставили. Так, а вот як в Беларуси все через министерство. То есть вместо Гомеля мне Минск подсовывают. А нахуй мне Минск, блядь, если мои деньги, мои компании внутренние, и это самое, блядь. Потом, ой, это же внутренняя организация, это же Аляска, ну, Коминтерн, говорю, в Европу, и это, там дизайнеры молодые. Я вот знал, что дочка Илона с бабушкой дизайнеры. Ну, и я подавал, говорю, возьмите с Коминтерном, свяжитесь, и это, чтобы Коминтерн там ихнюю линейку выпускали в франшизу, и они тут в Европу через знакомых продавали, где что. Ну, Красный Крест Уина задействовал Коминтерн. Зачем я мне? Ну, Минск на себя напялил, а зачем мне внутри региона, допустим, отдавать посредникам или чужим людям внутренние это. Ну, я даже команду отдал по региону, вот, все дела напрямую с Иваном. А тогда, ну, это по Гомелю, что прикол уже так, это самое, былых лет инвестиций его. Дороги начали строить, кафе, як вот в Армении тоже люди побрали кредиты на расширение, на это самое, а потом так и тут отдал Чернигову до Конотопа, до строительства, модернизации. Гомель, Чернигов, и потому что до границы все красиво, а там до Чернигова хабы. Вот. И тут на Чернигов, вот все два тогда это самое, крутились, как хотели. Потом и это, потом, як там их,
Э, Про Мозер, бля. Не, про Мозер это же маэстро, бля. Это с Тихановским, блядь, залупаться начали, блядь. С лучшими блин, да я-то, блядь, ебли нахуй, по-моему, в ШИЗО, нахуй, чтобы их зарыло там, блядь, вы заебали, блядь. Нет, и, блядь, по Мозеру стреляют, и это перерабатываешь, блядь. Это так предупредительно было. Если бы она хотела, она попала, блядь, в мой Мозер, хуй бы ты что сделал. И хуй бы ПВО помогло, блядь. Мой снайпер, блядь. Воску Кены просили. И НАТО ты попросила, говорю, что это самое, я в войну не буду. Не буду участвовать. Я говорю, хорошо, блядь. Верно подданные. Говорю, сядь, живи тут на севере, никто трогать не будет. И раз тут преследуют, в Европе никто не скажет. Так она отсыралась от их одежды. Тоже там это. Ладно, про эти истории забудем. В ухе это прошлое. О чем это говорит? Что инфраструктуру тогда вливание денег тогда давал на это, на автобаны, на это, на расширение тоже потеряно. Зеленскими особо, блядь. Когда купил танки в Европе, блядь. На черниговцев, блядь, леопарды целые, блядь. Ой, ебать, нахуй. Суки, блядь. Да, и это полностью тогда у этого хотел уключить черниговцев у этой регулярную армию Чернигова. То перед войной, я вспомнил, по этой. Як там його? Не Валера, блядь. Валерой. Что ж был у меня один числился. Говорю, отдал приказ, говорю, переводить черниговцев это на границу Львов. И эту составы это самое, чтобы это не было тут греби, чтобы нам претензий не было от России, чтобы жили спокойно, блядь, что мы не участвуем в конфликте, а это самое. Вот, и группа войск перешла на Львовский направление с Польшей границы. Так я на этом и остался, этот полк. Тоже что так это самое. Солярка играли тут это самое. Сгомелись тут это говорю, уборочно участникам. Не, это обратил внимание, говорю, это нема Мозер стоит, и это контракты никто не чухается. И это тоже так. Контракты никто не чухается, и это частники сидят, говорят, это самое хорошо, солярку это ели, там через свои, говорю, тут надо это посеять зерновые. Хорошо, там гранатовцы приперли это цистерны, говорю, сейчас сольем. И это же в Минску не бачили, что мы с этого через под ЧАЭСом, блядь, через лазейку, через забор возили с натовских этих цистерн, блядь, на колхозы. С этого, с Чернобыля слили солярку. Какая нахуй Чернобыль? Я ты говорю, соли не варим, пиздец будем, блядь. Зато посеялись тогда. Тогда в Бобику еду, блядь, говорю, як там на этом авиационном топливе, блядь, не подскакиваете, не разваливаете, блядь, как вы на этой машине, блядь. Там и что же так, тут тоже прикол. Тут это, гаражный кооператив, блядь. Тут, ой, и это не мачем. Говорю, хорошо, давайте, блядь, это. Тоже интересная история. Ну, ладно, про современную, блядь, по Чернигову. Нема там нічого, говорю, інфраструктура розвалена. И, ну, просьба вернуться, вот, я не знаю, состав уже возмездия поменялся, изучить ландшафтные и лесополосы и протянуть линию фронта так более оптимально от Гомеля, чтобы отрезать вот эту аппендицит украинский. Потому что там все равно и нахер не надо. А Чернигов особо не укрепленный город, и мы уже давно тогда разносили его. Ну, и вот занять по это самое, чтобы людям приют было. Потому что там пенсионеры, старики, они хотя бы на эту сторону переползут.